Наши коллеги с телеканала «Лайв», которые одними из первых оказались на месте воскресного крушения Ан-148 в Подмосковье, встретились с мамой одного из погибших, Владимира Ремарчука. Он летел из Воркуты с пересадкой в Домодедово. В Орске его родные, а в коме была работа. Выпускник Оренбургского филиала Академии национальной безопасности служил на военном аэродроме «Советский». И билет домой приобрел одним из последних среди пассажиров. Ему было всего 27. В этом рейсе у меня летел мой сын. Он летел в отпуск. Я уже смирилась с тем, что я его не вижу по полгода, по 9 месяцев. Он просто ехал побыть со мной. И вот на этот злополучный рейс мы так переживали, что он не будет мест, оставалось всего 2 места. Он приехал в аэропорт. Осталось место мне. Я говорю, слава Богу. Ну все, я пошел на регистрацию. Это были его последние слова, когда я с ним разговаривала. Когда мне позвонили, спросили, как Вова добирается из Воркуты. Он служил в Воркуте. Я сказала, ну, конечно же, на самолете. Люди сразу охнули. Ну, говорит, мам, не переживай, рыжим везет, всегда везет. Я говорю, я тоже уже в это поверила. Но когда вот это произошло, мир сразу перевернулся. Жила этим, что открою дверь, он зайдет. Обнимет меня, поцелует, скажет: здравствуй, мама. Соболезнования родственникам сослуживца выразили в Воркуте. Там молодого человека запомнили как доброго и веселого, пояснив, что службу на аэродроме «Советский» он проходил последние 2 года. Мужества и душевных сил в связи с потерей близких ранее пожелал в правительственной телеграмме и глава Коми.